Первым делом на сходе подводят итоги проделанной местными властями работы за первое полугодие и предстоящих планах до конца 2017 года. В частности, мэр города в своем докладе затронул вопрос о местном бюджете, инвестиционной деятельности, налоговой и ценовой политике. Изменения коснулись дорожной инфраструктуры и благоустройства города. Общая протяженность дорог у нас составляет это 311 километров, в том числе с твердым покрытием это 172 километра, из них асфальтировано 100 километров. В первом квартале произведена отсыпка песчано-гравийной смесью, это 8 улиц. Проведено устройство дороги по улице Восточная, улица Промышленная, асфальтно-бетонной смесью протяженностью 800 метров. Горданова, Базоркина, Албогачива протяженность 2550 метров. Вопросы от жителей города звучат разного характера. Муса Фаргиев работает в водоканале, жалуется, что уже несколько месяцев не может получить заработную плату. Скоро отправлять детей в школу, а в карманах пусто. Муса требует лишь то, что заработал своим трудом. Ответ прозвучал от администрации водоканала и взят на контроль мэром города. С апреля месяца я не получаю зарплату. Не знаю я как. Вот в школу надо идти, дети, я одним работаю в семье. Доход никакой нету. А вчера мне директор говорит, если не режете, давали. Ой, так, режу, ну что, я что-то прошу свою зарплату, вот и все. Вот вчера по банку я проверял, частично поступили ему деньги, там деньги поступают по мере поступления с организации. 1000 рублей, 2000 рублей, 5000 рублей до полного исполнения судебного приказа. Пожалуй, самый актуальный вопрос во все времена – выделение земельных участков. В Малгобекской администрации в очереди на получение земли зарегистрировано более 3000 человек. Местными властями заявлена необходимая площадь для этих нужд в размере 148 гектаров. Однако распределение участков пока не предвидится, отвечает мэр города. Мадина Арчакова озвучила две наболевшие проблемы на улице, где она проживает. Мы живем у канала, в конце. И у нас нету сделанных дорог, и по поводу электролинии мы обращаемся. Мы питаемся от улицы Братской, и через огороды тянутся линии, старые линии. И по нашей улице нету линий электропередач. И мы по этому поводу писали вот заявление, вот копия этого заявления, и ничего не сделано, и никто не обращался по этому поводу и не звонил нам. На этой улице проходит линия 6000 вольт. Под напряжением, где по крыше дома проходит, это нельзя этого делать. Вы не смогли собраться, заставить этого человека переделать крышу. Вы не смогли этого человека заставить. Я вам сказал, если вы его заставите убрать эту крышу, мы здесь проложим отдельную линию на этих столбах. Но сегодня ее проложить там не предоставляется такой возможности. О криминогенной ситуации за последнее полугодие рассказал представитель правоохранительных органов. Докладчик также сообщил о подробностях контртеррористической операции, проведенной накануне в Малгобекском районе. В свою очередь мэр города призвал жителей быть бдительнее при сдаче в аренду и продаже своих домовладений. Прежде чем продать дом кому-то, прежде чем кого-то запустить себе в дом, жил участковый хабиб. Балдер, машашты, выше, бизнес, балдер, ваш. Мол, цугужбасы, сексуал труар, мол, беки фуди уах хадизвай, мол, беки рван сексуал труар, фуди буд хадиждвай. Тагна, мол, цугужбасы, хачивута. Дал мда хатсасак, вал шигда, тенуж, деваж, басаку, хачбута, нахат, цархаба, тишабух. Встреча с жителями растянулась на несколько часов, однако обсудить удалось не все вопросы. Для тех, кто не успел поднять волнующую его проблему, есть возможность изложить ее в письменном виде. Залина Могушкова, Рахман Цуров, Новости 24.